приехали наши братья с той стороны. К кому мы ездили, ну, так сказать, они сами все рассказывают, представляются, сами слушают. Кирилл, начальник штаба наш будет вести. Так, ну что, давайте, обычай не будем нарушать, начнем давайте с молитвы. Давай. Молитва на вечер. Молитва. Отче наш, ниже и на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам здесь, и оставь нам долги наши, яко же мы оставляем должников наших. И не веди нас в свои искушения, но избави нас от лукавого. Яко Твое есть царство, сила и слава во веки веков. Аминь. Так, гости, вы сюда, пожалуйста. Вот сюда, пожалуйста, чтобы все вас видели. Ну, все, качается. Так, еще раз повторяю. Батька сказал, что вот сегодня как бы у нас происходит, просто вечер, встреча, как раньше говорили. Все, без галстуков у нас. Да. Есть какие-то вопросы, будем задавать, но сейчас, допустим, давайте начнем с того, что я представлю их, потом слово предоставим им, они расскажут немножко о себе, вот будут вопросы, будем задавать. Сейчас как бы выслушаем. Я начну представлять. Это Влад Дубина, фамилия такая у него. Позывной Атила, это комендант. Комендант города Алчевска. Командир взвода Игорь Решетняк, позывной Дизель. И Рус Олег, это командир отделения. Они приехали в гости, и на самом деле как бы мы были там, мы знаем, за что они как бы воюют. Теперь давайте слово предоставим в первую очередь командиру Владу. Давай. Все в порядке. Что рассказывать? Обстановку расскажи, как она есть вообще. Да, обстановка простая, скажем так. Кто-то недооценил нас и решил силой и разными хитростями нас победить. Результата не добились. То есть все, кто не слаб духом, просто стали на защиту, скажем, своих домов, своих городов, своей родины. В единочасье просто люди поднялись и все. И сказали, нет, мы так не хотим, так не будет, как нам диктуют. То есть началось с событий с Киевских, с Майдана. Ездили ребята и на Майдан, ездили ребята и в Харькове участвовали в событиях. Когда это можно было назвать еще пока мирным событием, если это вообще можно было назвать мирным. Вот. Ну а когда уже стали нас пугать там железом трясти и всем остальным, вот тогда да. Тогда уже мы поднялись и начали защищать свои дома. Вот, в общем-то и все. Люба. У нас в Луганске это все началось с того, что захватили здание СБУ. Вот, здание СБУ до примерно июня месяца занимали ребята постоянно, там было оружие, все. И до этого же времени там находились, скажем так, жители нашей теперь республики Луганской, которые выставили баррикады и на этих баррикадах выражали свое мнение. Ну, естественно, может быть, даже можно так сказать, были своеобразным щитом, дабы военных, именно не было военного противостояния. Ну и когда стало понятно, что все равно будет военное противостояние, что все равно будет вооруженное столкновение, вот тогда да, тогда люди разошлись, баррикады разобрали, и тогда начались настоящие военные действия. Могу просто за себя сказать, в апреле месяце в составе первой группы, это там называлось
Сокола зашел такой Козицын Николай Иванович к нам в антрацит. И вот в составе этой группы... Казак, Донской казак, да? Да, это Донской казак. И в составе этой группы мы участвовали, скажем так, в операциях в Красном Лимане, это под Славянском, ну и на севере нашей республики Луганской. А потом мы вернулись в город, попытались сначала создать объединенный штаб Алчевской самообороны. Немножко не получилось. Почему? Потому что организация все-таки гражданская и начался, скажем так, балаган. Вот. Мы съездили в Луганск, договорились с руководством, объяснили цели, задачи. Они нас поддержали. На тот момент это Валерий Болотов был. И дали нам приказ организовать Алчевскую военную комендатуру. С 12 мая этого года, 2015 года, была организована Алчевская военная комендатура. Задачи комендатуры — это поддержание порядка в городе, первое. Второе — это связь с местным населением, то есть решение вопросов военные, гражданские. Ну и третья такая неспецифическая задача для комендатуры, но она была тоже выполнена. Это формирование военных подразделений, которые в дальнейшем участвовали в защите нашей республики. В данном случае 5 июля, тоже когда конкретно именно подразделение, да, наше получило приказ, сейчас ночью мы выдвинулись, есть такой там район возле Луганска, Александровка, был блокпост, чуть выше этого населенного пункта была территория, называлась Ракетка, то есть бывшая ракетная часть, мы ставили тактические ракеты «Грюнги». Она имела хорошее стратегическое положение, то есть оттуда Луганск как на ладони был виден все, и там контролировались подходы от такого села, как Желтое. В Желтом паромная переправа есть, потом там были наведены понтонные переправы, в данном случае вооруженными силами Украины. Вот, и они там все создавали плацдарм, а мы именно им противостояли в этом месте. Вот до сих пор мы занимали там. Сейчас, скажем так, на сегодняшний момент вот, началось переформирование подразделений. Почему? Ну, подразделения были наши, как говорится, созданы теми людьми, которые на тот момент активно себя проявляли в этом. Вот. Но это было немножко далековато от нормальной армии, от действительно каких-то вооруженных сил. Вот. В данном случае у нас есть сейчас как называют, эксперты, советники, которые пришли, и теперь они нам помогают сформировать настоящие вооруженные силы. То есть, естественно, помогают техникой, оружием. И вот на сегодня получается, что у нас начинают формироваться нормальные подразделения, то есть там создаются 2 бригады, на основе этих бригад есть, скажем так, и танковые подразделения. Вот. У нас была комендатура около 200 человек. То есть это дежурный взвод, потом взвод быстрого реагирования ВБР и 3 взвода, скажем так, ну получалось, что 4 взвода это те, кто несли службу. То есть выдвигались на позицию, где нам давали, они дежурили какое-то свое определенное время, возвращались в город, отдыхали, а на смену приходили другого взвода. Нам объяснили, что это не так, комендатуру нашу по штатному расписанию убрали немножко, сократили до 38 человек, она работает только в городе, а личный состав комендатуры перешел, вот, допустим, Игорь и Олег ушли в батальон хулигана, да, А почему так? так называемый, да, Позывной командира хулиган. Ну, это отдельный батальон, он не входит в состав ни в одной бригаде, а большинство наших ребят перешло сейчас там будут воевать уже сейчас, получили технику, это 4-я бригада, 1-й дивизион, самоходно-научный. Вот, и наши ребята будут теперь воевать там. То есть теперь у нас получается
подобие маленькой, но действительно армии. То есть теперь есть звание, есть дисциплина, есть расположение, так как должно было быть. Вот, то есть это установление мы прошли, теперь этап формирования, в дальнейшем, я думаю, мы окажем достойное сопровождение тем агрессорам, которые к нам идут со своими неправильными мыслями. Вот такие дела, вообще-то. Это в общем. Но если что-то конкретное, можно сказать, когда будете задавать вопросы, Слушай, да, вопрос-ответ. А можно, да? Конечно. Вот откуда финансирование пришло отряд, пришли искать? эксперты, Да, к вам, вот вы говорите, происходит. из России, А финансирование откуда у вас? из России. Сейчас Россия это большая. Ты не понял? Кстати, конкретно тоже это вопрос такие. Расчет еще какой-то. Оно прикладывает конверте, как и обратный адрес не написан. Накладные не взяли с тобой. Да, да, не успели. Просто сейчас, скажем так, произошло, может быть, чуточку серьезнее формирование, то есть прошли выборы. Если 11 мая мы просто сделали свое волеизъявление, мы отказались жить в той стране, где процветает фашизм, то сейчас прошли выборы, и выборы глава республики. Сейчас прошли выборы Народный совет республики. Вот буквально считанные дни будет принят закон о местных выборах, пройдут местные выборы в республике. То есть теперь начинает формироваться не просто сопротивление, а это начинает формироваться государство. Вот. Естественно, как только будет сформировано, то все будет уже сейчас думать, но будет формироваться бюджет республики, и тогда можно говорить о каких-то своих, скажем так, ресурсах, о своих каких-то движениях, финансировании своей армии, своих жителей. Ну, если, скажем так, не скрывая правду сказать, то откуда у нас могло быть финансирование? Это просто люди, просто, вот, скажем, ребята, это тепловозники. У меня там был там, свой бизнес столярный, да. Воюют ребята там с нами, и шахтеры, естественно. То есть какое финансирование? Где забрали, где что отобрали, с тем и воевали. Что получали, то не видел. Начинали войну с бутылкой. Да, начинали с коктейлей Молотова, с баррикад. Это было так. Это было так. А потом потихоньку что-то отбирали в бою, кто-то были трофеи, что-то получали, кто-то было. Поэтому тут глупо скрывать, что если было, скажем так, не помощь там ваша, вашей страны. С 2000 года нас просто тупо разоружили. Наше государство. Да, конечно. Просто у нас были воинские части. Что думаете насчет перемирия, вот сейчас, которые сейчас говорят в СМИ? Я Ну, не знаю, там был. Я бы так сказал. Ну вот если так по-мужски, да, Ну, конечно. по-мужски, то хотелось бы, конечно, чтобы перемирие. То есть все верят в то, что мы выгнали, что у нас были силы, сложилась нормальная ситуация и так далее. Ну а если, как говорится, подумать государственно, то скорее всего это перемирие нужно. Почему? Почему? Потому что вот за время перемирия, скажем так, я уже сказал, формируются бригады. В бригадах формируются нормальные воинские подразделения. Началось перемирие, отменили закон о мобилизации, то есть многим людям вернули их имущество, там, машины и так далее. То есть сформировано Министерство внутренних дел, там, Луганские, Волчевские, скорее всего, не помню еще в каких городах, то есть по новой стали работать в городе, городские отделы, там, полиция. Более-менее. То есть те, кто должны, каждый начал заниматься тем делом, которым должен заниматься. Потому что начиная с мая месяца, вот почти по ноябрь, комендатура выполняла роль, скажем так, городского совета. То есть гуманитарка, поддержание порядка в городе, это и пьяные ополченцы, там, мародеры, это и просто бандиты, и загулявшие мужики там, и так далее. То есть, ну, фактически все было на плечах комендатуры.
потому что городской голова наш, он делал все для того, чтобы ничего не делать. То есть он продолжал занимать место, какие-то там совершал манипуляции с бумагами и так далее, телодвижения. Но в основном люди приходили к нам. Они в нас именно видели власть. Вот. А сейчас вот случилось перемирие, вот даже так просто назначили нового городского голову, пока назначили до выборов. Вот сейчас появился городдел, то есть он начал работать там, опять же, много вопросов, очень много вопросов, сразу все не поменяешь, но начали возникать те службы и начала восстанавливаться та жизнь, которая должна быть в мирное время. Да, просто в гражданском обществе. Поэтому я думаю, что все-таки перемирие не нужно было, именно для того, чтобы хотя бы разобраться вот в ситуации. Почему? Потому что, ну, как бы, скажем так, это тоже не закрепить. У нас тоже есть предприятия, у нас тоже есть люди, которые работают. То есть если их обеспечить работу, это, во-первых, мирным жителям, которые не воюют, будут легче жить, пенсионерам обеспечим. И в любом случае все понимают, что за все когда-то придется платить. То есть помощь не может быть бесконечной и безвременной. Правильно? Поэтому так вот с этой точки зрения все-таки перемирие нужно. Для того, чтобы разобраться внутри и понять, до конца понять, что мы делаем и как мы делаем. А потом уже нам нужно дальше освобождать территорию свою до конца. Меня интересует, вот какая сейчас обстановка у вас, военное положение какое. И вот вы, наверное, в то время, которое долго сейчас были, смотрели, наверное, телевидение, СМИ, насколько вот правильно у нас информацию нам освещают тем, что у вас творится и как у нас освещают. Российское телевидение. Да не успеть повторить даже. Вопрос в чем просто, что получается единственное, что немножко так, как бы, с нашей точки зрения, реже глаза, не радует ухо, то, что, допустим, сообщение ЛНР, ДНР. Но когда начинают рассказывать, смотришь, допустим, ролики в интернете, да, то пестрят ДНРовские ролики, да. Даже, грубо скажем так, вот песни начинают там какие-то, да, появляться. И вот там вот Краматорск, Славянск, Украина. То есть понятно, что ДНР побольше нас, помощнее, там население больше такое. Ну вот почему-то иногда умолчал забывают. Хотя, я скажу так, то, что было под Новосветло, это было гораздо меньше по времени, чем по Славянску. Но я могу сказать, там, наверное, все запомнят или надолго. И то, что сейчас творится под Первомайском, я бы сказал, что не меньше, чем под Славянском. Потому что там просто город стирают с лица земли. Просто стирают с лица земли. Вот. Ну а так сейчас, ну как сейчас? Сейчас перемирие каким образом? Все стоят на одних и тех же позициях, и друг друга просто расстреливают. Вот ребята тупо бомбят. Вылетела световая ракета, осветила, начинается бомбеж. То есть движения нет. Отстрелялись, зашли, зачистили, ушли. И все опять на тех же самых позициях. То есть перемирие. Мы не воюем. Получается вот как-то так мы не воюем. Штука 50 за вечер, 120 ложат на наши позиции. Ну это война, это по позициям. А скажи, пожалуйста, еще да. Да. А вот котлы там какие-то окруженные эти нации остались, очаги, или они на внешнем контуре На уже? сегодня Дебальцевский котел, скорее всего. А как они там снижаются и поливают? Дебальцевский котел, ну вот они еще пытаются там доставку делать, скажем так. Для Донецкой области это север, для нас это юг. Вот. Ну, скорее всего, уже нет. Скорее всего, нет. А больше такого я не знаю. То есть Говорят, котлы зачистили. это котел, ну, тут, как сказать, наш котел, да. Ну. Это наш котел. Это их части стоят в Дебальцево, Ну, это да, и вот понятно. окружили это самое.
По Донецку, ну опять же по Донецку, вот, информация идет разрозненно. Почему? Потому что еще не наладили ни систему оповещения, ни систему взаимодействия. Еще этого нет как такового. Вот, чтобы мы получали информацию четко сразу. Там есть у нас такая штучка, называется military map, ну, то есть карта военных действий. Вот по ней можно еще как-то, ну, так, с достоверностью 70% ориентироваться, что происходит. Ну, целиком тоже я бы так на не положился. Ну, а так как бомбежка есть и постоянно. Постоянно. Я вам честно скажу. За землянкой сидит. На фронт какая? На фронт. Вот Вокруг. на данный Вокруг момент нас, он- Не общее вообще. Никто не смотрел, ни статистику не брали. на данный момент вот, лично у нас, на Смеле, там где комбат стоит, Не, ну, пистолет. вопрос я стоял. Это 5 километров. 5 километров у нас подразделение стоит. Не будем говорить, сколько человек нас там стоит, но Ну, не военная тайна. Да, Два дня ну. рассказывал, теперь вам рассказать. 37 человек держит оборону против 800. 37 человек. И не только держим, большие, хорошо. Большие военные. Контратакует. Мы Просто водокачку держим. и водокачку. 13, 13 14 против 300. Но мобилизация объявлена и с той стороны, и с этой стороны Нет, мобилизация. нет, у нас нет мобилизации. 18-летний Мы час. просто. Нет у нас у меня в мобилизации. подразделении, ребята, 28 лет, 30, 33. Добровольцы. Мне 49, я 2 войны прошел. И я не ожидал, что мне придется обратно против этих фашистов брать автомат. Я не ожидал. Я догадывался, видел как информацию по телевизору. Ну, я никогда не думал, что я простой шофер, дальнобойщик. Обратно возьму автомат и поговорю. А вот коктейли Молотова начиналось, с которых они против кого были применены? Практически. Не, ну были стычки, допустим, а против... Нет, ну были правосеки, которые пытались сорвать выборы и еще что-то у нас там. Вот такого, как в Киеве, у нас не было. Почему? Ну, такого не было. Там, ну, как, Просто Не, ну предохраняли. конфликт начался с коктейлем Молотова, правильно? Вы же сами так сказали. нет, Это в Киеве. это в Киеве. А так как У у нас нас вот захватили охотничьи СБУ. ружья были, ребят, просто охотничьи, одностволки, двухстволки. Вот мы их просто ждали. Вот СБУ здание, это чтобы было понятно, город, областной центр, вот здание СБУ захватили, разобрали оружие. Но те люди, которые остались в здании, те были с оружием. Вот. А вокруг здания просто были рядом баррикады. Вот баррикады возникли как там, мы побыли там, вышли, и Алчевск поставил первую палатку. Мы поставили первую палатку, и к нам приехали 100 человек, ребята, из Запорожья. И начали потихонечку строить баррикады, то есть откуда-то что-то тащить, там перегораживать подходы, чтобы нельзя было просто... Поддоны, Да. покрышки. И каждый раз вот там через день, там 2 раза на день, то там должен быть штурм, то не должен быть штурм, вот такое вот было. То есть сами коктейли мы ни разу не применили, у нас как-то сразу к оружию перешло быстро. Вот. Такого как в Киеве балагана не было, но просто Ну, возле это СБУ Луганск, получается, из Запорожья приехал. Да, И не побоялись 100 человек. 100 человек Поддержка. приехало. Значит, у них поддержка там была в самом деле. Нет. Просто приехали. Просто Западная приехали, Украина да. приезжали. Это не Вот сейчас Западная Ивано-Франковск Украина. приезжал. У нас нет всеобщей мобилизации, как на Украине, никто никого не хватает, по полям не выискивает. Все, кто у нас воюет, защищает, скажем так, интересы-то все добровольцы, 100% добровольцы. Нету людей, которых кто-то бы призвал и силой притянуть, вообще нет таких. То Он есть, машинист теплоты. Я шофер. Я извиняюсь, я Он по дереву занимается. поправлю. Но- Молодой человек, наверное, не понял. Приезжали из Запорожья
нам помогать. Они с нами стояли на баррикаде. Они против нас перебегали. Вот я так Да, да. Поэтому С Западной Украины как они приезжали, боялись тоже приехать. с нами воюют Западная Ну а вам помогать Ну, против кого они приезжали? Не Мы ждали История правосеком, мы конкретно. ждали нападения. Как вот О, Одесса идите была. сюда, Одесса, вот Вот простой в Одессе, допустим, людей просто спалили. Вот А мы они этого не хотели. не организовались, не поняли. После вот этого марша фашистского, который в Киеве прошел, вот в феврале, вот до вот этих событий, когда стали стрелять, вот, уже тогда, скажем так, мы стали собираться как-то вот, у вас есть организация, да, у вас община казачья, да, у нас образовалось там народное движение, там, ну, на тот момент это считалось по поддержанию правопорядка, это батальон Александра Невского, потом получился военный, и был зарегистрирован региональный союз морских пехотинцев, тоже ребята, которые должны были поддерживать порядок в случае чего. Мы все отлично понимали, для чего это. То есть, когда вот эта небесная сотня, там везде там расставляли свечки, эти люди приезжали к нам в город тоже. Мы ждали от них провокации. Вот просто люди пришли, те, кто был неравнодушен, пришли к зданию исполкома, да, им разрешили поставить свечи этим людям, то есть из уважения к тем, кто погиб. Но дабы не было там дебоши и всего остального, захватов зданий, вот, мы там простояли какое-то время. Взяли их под белые руки, пока их не отпустили, посадили в автобус и выпроводили в город. В основном, поскольку летом молодые, да? Молодые все. Все молодые. Погибших много тоже? Что? Погибших. Погибших. С какой стороны? Нет, с вашей и жителей. С нашей. Ну, с нашей стороны много тоже ребят. Очень мирных жителей. Я последний раз вот хоронил. больше. Последний раз я хоронил когда? Дня дней 5 назад. Парня, 20 лет, Ленинков. Он ни разу не выстрелил. Ни разу. Вот такой осколок был. 120. Чем? Ополченец был, кто откуда пришел? Ополчение Сороков. Пошел воевать. Город. Очень много погибает, конечно. Не будем там браваду показывать, что там никто не погибает. Погибает. Донбасс погиб, Боцман погиб. Очень много ребят погибает. Прискорбно, конечно. Бывает в войне осторожность. Честно скажу. Ребята, надо обучаться. Надо обучаться. Правильно говоришь. Надо Честно, обучаться, да. потому что вот власть у нас заставляет людей, судей, там, допаститься, зарядка, физзарядка, все это, по платушке пола, все. Вот мы начинались, поверьте, в 49 лет, стадион. Круг выходит 1400 дней. Вот я в 49 лет, полная разгрузка, с подствольником, 7,62 автомат, сапоги 12 килограмм на месяц. Я делаю 2,5 круга, 49 лет. Молодежь за мной даже не тягается. Это я могу гордиться. И надо физподготовку очень поднимать. Не бояться. Кто к нам приезжал по борьбе, по борьбе? Барс. Барс приезжал. У нас и бокс, и борьба, и этот рукопашный бой. Ну, это система русский стиль, Кадочников. Мы это тоже проходим. Боевая глупость. Все это надо проходить, ребята. Война это не забиться. Это очень страшно. Мина то легла, и спряталась. А рукопашный бой и все остальное. Физподготовка, ну так. Когда я на Тепличном был командиром блокпоста, Тепличная, это РЛС, это юбилейный поселок. Я просто объясню, просто когда наступали на Луганск, я объясню так, что хочу сказать я. Когда наступали на Луганск, наступали с нескольких направлений. Вот направление желтое Александровка, это, ну как сказать, ну, то ли резервное, то ли... А вот район Станично-Луганская,
и район Счастья, там есть город у нас такой Счастье. Глаза такие красивые, чаши, снежные. Вот, И вот казачьи вот все оттуда они есть, сильно конечно, наступали. И вот там вот ребята их остановили, там был такой гольф-клуб и РЛС. Вот когда мы уже на Тепличном были стояли, вот на РЛС там 17 человек держало оборону. РЛС это радиолокационная станция бывшая. Вот. Ну там, правда, было где спрятаться. Но там было 17 человек. Вот их утюжили каждое утро и каждый вечер. Начиная с 4 часов утра и до вечера. Там могло прилететь в любую минуту. Там сыпалось на голову здоров. Ну и в конце концов там, когда отошли оттуда с РЛС, этих ребят тоже не могли достать оттуда. Уже потом их как войну правосеки начали душить газом. Просто Выкурили. И поэтому пацаны пацаны туда просто их газом Все погибли? Нет. Они вышли, их взяли в плен, потом обвиняли. Были американские блоквотерс и там поляки, шведы были. блоквотерс. У нас был танк, «Ласточка» называется. Ну, он и есть, существует на данный момент. Отбили его, отремонтировали. Танковый экипаж так же самое существует. Когда, да. Нет, Они сейчас, ну, видео, кино посмотрите, есть личности наши, очень смелые ребята. И вот я с ними ездил на РЛС, ездили на танке. И просто, я вам скажу, ребята, просто вдоль обочины лежать нет. Просто нет. Не обои, а просто лежали. Настоящий. Просто настоящий мир. Вот кто против нас воюет. Американцы военные, да? Мы не знаем, это американцы, не американцы. Африканцы. Сам факт, когда я просто их передушил, и я сказал просто, дети, я их копать их закапывал, душить, густо, трактором душить. Потому что когда мой родной Луганск, город-герой, градом били, просто тупо, в центре города сложили храм. Кассету 40 штук. Там никого не было. Мы стояли вокруг города. Но когда бьют градом чисто по городу, это ужасно. Ну, Когда покойный боцман, царство ему небесное, наше ополчение, мы учились, жили месяца в города, возил в город воду. В то городе есть было около 2 месяцев в городе не просто было воды света, не было. воды и газа. Единственное, чем это, скажем так, чуть легче было, это было электрика. Если бы это было сейчас, это было бы очень тяжело. Мы стояли возле, как Алисвал, помню, как это правильно? Ага. Да. Ко мне подошла женщина, ребята, военная машина наша. Подошла женщина с коляской, с ребенком. А мне в двери торчала просто бутылка воды газированной. Ну как? Мы где-то что-то как добываем себе, солдаты где-то ухватили бутылку, там, добыли. Она просто подошла и попросила воды. Дайте попить воды. Ну, чтобы было понятно, скажем так, воду развозили на машине. Это просто ужасно. Это ужасно. Вот очередь занимали чуть ли не ночью, для того, Женщина чтобы просто- набрать воды. Просто женщина просит попить воды. Ну, чтобы было, В шоке. чтобы было понятно, допустим, с кем они как воюют, так вы спрашиваете, против кого мы воюем. Мы, наверное, воюем против тех, кого нельзя назвать людьми, против немцев. Это фашизм. Мало того, что спалили людей в Одессе, вот я вам просто назову центральный рынок в Луганске. Раз. Тут Вот деньги, фотографии есть, мы там сбрасывали, посмотрите. Потом здание цирка и возле него 2. Автовокзал, рядом возле него здание кухни и так далее 3. Это вот объекты, по которым стреляют. Это не стратегические объекты, там не было ни ополченцев, никого. Просто брали, расстреливали город. Когда первый раз стали стрелять, там погибло, скажем так, это было очень страшно, потому что никто этого еще не видел. Просто шла женщина с коляской и их разорвала. Слава Серж, больница, реанимация.
прицельным выстрелом. Я только туда буквально дня 4 назад, как говорится, ну нет, больше, привез минометчиков, которые нарвались на мину. Ему оторвало, ну, прям перегружали. Он лежит, он смотрит на оторванную ногу, которая на шкуре где-то в штанах. Мы его так перегрузили. Но в эту больницу буквально проходит неделя, прицельно, ребят, прицельно. Потому что я вообще-то военный, я правлюсь и соображаю. Прицельно, выстрелом, в реанимацию. Засадили 120-ю мину. Это реанимация, ничего не осталось. Больница при чем? Больница ни при чем. И там лежали гражданские, просто гражданские лежали, больные люди. Вот против кого мы воюем. Девятиэтажка. Вы, наверное, слышали, такая точка У есть. Прямой набор. Дырка 4 метра в этом корпусе. Просто прямой набор. Девятиэтажный. Служил я корректировщиком. Когда просто по нашим позициям, там где наш танк стоял, танки, 2 штуки там, вот там, нас потихоньку там кошмарили, мины этих уже там привыкли просто прятаться, уходить в них в сторону. Но когда уже начали по Луганску, чисто по Луганску, ездит скорая помощь, ездит УАЗ, ездит разного рода машин. Непонятно. Смотри. Нет, я просто я не зашел, но В Луганске начали обстреливать мирный квартал. просто тупо лупят. Все Не думали, туда откуда попал. стреляют. Почему? Потому что калибр минометов, которые использовали, очень маленький. 80. Реально не достали. И потом поняли, это называли летучие минометы. То есть фактически те люди, которые предались, не знаю, за деньги, может быть даже не за идею, за деньги. 200 гривен. Когда Вот взяли. они ездили на автомобилях по городу, либо это была машина, ну типа буса с вырезанной крышей, либо это газели. Вот они подъезжают во двор, открыли борт, скинули, делают, скажем так, 3, максимум 5 выстрелов, грузятся и Очень уезжают. быстро было. Очень быстро. Причем стреляли, если одно время там думали, что ищут, там был батальон «Заря», здание бывшего призывного пункта, думали, что их обстреливают. А потом начали просто стрелять по мирным кварталам. Просто по мирным жителям. Для чего объяснить, что это за война? Ну, они просто хотели деморализовать людей. Пугать. Запугать. Ну, если вот летом мы приезжали в Луганск, там, по своим, скажем так, делам, так вот, в Луганске люди ходили как? Быстро. Очень быстро. Не было ни одного праздно шатающегося. Люди всегда старались идти поближе к стенам домой, либо каким-то естественным укрытием. Почему? Потому что, ну уж если на тебя не попало рядом, то падали, ложились, прятались. Это прятались мирные жители. Это не Город, солдаты, не ребята, ополченцы. это ужасно посмотреть. Оборванные провода. Машина. Просто народ просто перебежками, Очень мало людей. Если взять на 5 километров юбилейный участок, от Алчевки, это где-то, наверное, человек 10 человек. Просто вот с бананом там мы нажили. По нам прицельно кто-то целился. Вот мы с тепличного блокпоста Александровска, мы выезжаем, выскочили, и по нам, там где-то, наверное, километра 4, как-то 4, и по нам просто тупо кто-то прям прицельно бьет. Мы по дороге едем, а нам минами так вот, мы только ускакивали на джипе, наверное, а за нами прям мины. Заскочили в Краснодонский мост, под мост подъехали, 120-й, как мы поднули. Вот предатели везде. И наверняка это кто-то с города корректировал всегда. А вот при вашей именно ситуации, когда вы действовали, были предатели?
У меня подразделения предателей не было. У меня были, честно скажу, люди, которые морально, духом упали, просто чуть-чуть испугались. Но я их не осуждаю, потому что это война. Он не хочет себе силой. Он не нашел смысла. Пришли. Я не говорю, что он предатель. Ну, я объясню так. Вот парень, классный рукопашный. Ну, вот так вот, как вот с вами сидим, там, каждый бы сказал, вот, сильный, да, человек. Вот он сел с нами в машину, приехал, он услышал там слова, 2-3 мины и так далее, мы уехали. Не потому, что он трус, вот его просто колотило так, его еле откачали. Адреналина и водка, и чем мы его только не кололи. И все, он не смог. Уже, А так парень отлично. уже, Отлично, скажем он так, не боится. вы увидите, там есть фильм, и там такая женщина села, Татьяна, Севастополь. Да. Ну, Ну, ты маленькая, говоришь, маленькая покажешь вот такая. полен тоже, да? Вот, Братуха, нет, брат. да, Кто брат? братуха. Так вот она уже, ну, даже, скажем так, вот просто как мать, как женщина, там его и голову на колени положит, и гладит, ну, чтобы так женской рукой. Вот ничего не могли сделать. Еле-еле его вытащили, откачали. Поэтому вот как, ну, некоторых людей, конечно, нельзя осуждать за то, что делают. Но он нашел в себе силу, он сейчас приехал, там худо-бедно, как бы не воевал, он нашел силу и все-таки опять вернулся. И были такие люди, которые, скажем, вот он приехал первый раз, там, как сказать, ну, ваши товарищи старше могут сказать, что оно падает там за километр, за 2, за 34. Кажется, что вот тут вот, без привычки. Тут первый раз приехали люди, услышали это и все. Ну, когда, скажем, осколки по крыше постучат, или еще что-то, тогда, конечно, да, еще быстрее. Ну, ничего, Собираются все это нормально, оно вживается.